бюджета в сумме 29 миллиардов 232 миллионов 204 тысячи рублей. Более 30 законопроектов рассмотрено на очередном заседании Народного собрания Ингушетии. Подробности в начале выпуска. Я лично участвую в этом конкурсе, во-первых, попробовать себя, конечно, в интеллектуальном плане. Дорогу молодым, инициативным и креативным стартовал второй этап конкурса «Ингушетия. Курс на обновление». Утреннее построение в центре столицы. Торжественная демонстрация готовности к несению службы. В Магасе состоялся строевой смотр полицейских нарядов. Если честно, мы уже устали от этого ремонта. Уже почти 2 года его как начали. Подлежит экстренному ремонту. Состояние здания спортклуба «Сурхо» вызывает опасения и требует реконструкции. Когда ждать ремонта? Бека Пандер, Ека УАЗ. Национальные мелодии и танцы. Расскажем о впечатлениях зрителей музыкального вечера, прошедшего в ДК Назрани. На канале «Ингушетия» время вечерних новостей. Здравствуйте. Более 30 законопроектов рассмотрели на очередном заседании Народного собрания Ингушетии. Среди них проекты законов, касающиеся совершения нотариальных действий главами поселений и уполномоченными лицами местного самоуправления поселений в республике, о представителях общественности и в квалификационной коллегии судей региона. На повестку дня также вынесли проект о внесении изменений в закон о республиканском бюджете на 2019 и на плановый период 2020-2021 годов. О доходных и расходных статьях проекта в случае принятия законопроекта рассказал исполняющий обязанности министра финансов Ингушетии. Общий объем доходов бюджета в сумме 29 миллиардов 232 миллионов 204 тысячи рублей. Общий объем расходов бюджета в объеме 29 миллиардов 704 миллиона 359 тысяч рублей. И дефицит бюджета в размере 472 миллиона 305 тысяч рублей. Доходную часть республиканского бюджета предлагается скорректировать на 1 миллиард 129 миллионов 541 тысяч рублей в объемах, необходимых для восстановления ассигнований текущего года, направленных на погашение задолженности по страховым взносам и налогам и другим обязательным платежам по состоянию на 1 января 2019 года, а также на уплату пеней и штрафов. Кадровый отбор, 20 финалистов которого получат должности управленца в органах исполнительной власти региона. Сегодня стартовал второй этап конкурса «Ингушетия. Курс на обновление». В научной библиотеке Ингушского госуниверситета в Магасе собрались 60 конкурсантов, набравших максимальное количество баллов в рамках первого этапа. Итоги уже заочного второго этапа решат результаты участников в проблемно-аналитической деловой игре. Все подробности в репортаже Амины Боковой. Из более чем 3000 участников конкурса во второй очный этап прошли только 60 претендентов. Если в начале отбора им требовалось заполнить анкету, записать видеопрезентацию с идеями для улучшения республики и пройти тестирование, то теперь участникам предстоит проявить лидерские качества и аналитическое мышление в ходе деловой игры. Оценивать претендентов в кадровый резерв будет группа экспертов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте страны. Открывает второй этап курса на обновление Михаил Илезов. Мы хотим этим конкурсом отобрать действительно талантливых людей и потом реально им предлагать какие-то места в органах исполнительной власти. До 20 человек с этого состава будут определены как люди, которые прошли все испытания. Но я вам говорю другое. Все те люди, которые здесь прошли, 60 человек, всем им мы будем стараться предлагать какие-то места. Глава республики определил и в правительстве, и в министерствах, и в комитетах. Мы будем всем предлагать какие-то места.
От теории к практике участникам предлагают разделиться на команды и за 25 минут разработать и представить свои инициативы, которые могут благоприятно повлиять на развитие республики. За столь короткое время незнакомым людям необходимо скоординироваться и корректно сформулировать свои предложения в единую программу. Задача, на первый взгляд, непростая, но в этом и суть проблемно-аналитической деловой игры. За каждым столом жаркие дискуссии. Цифровизация – это не отрасль. Цифровизация – это новая задача. Мы все правильно разложили. У нас все отдельно можно оставить. Наблюдают за командами эксперты РАНХИКСа. Они следят за каждым участником, за тем, как человек проявляет себя в командной работе, какие решения и идеи предлагает. То, что сейчас происходит, это проблемно-аналитическая деловая игра. То есть здесь слово «игра», скажем так, имеет меньшую роль, чем проблемно-аналитическая. То, что происходит, это, по сути, варианты различных видов мозговых штурмов и с последующим анализом и оценкой результатов, которые участники проводят по наболевшим, что называется, актуальным темам. Вот в данном случае была выбрана тема повышения эффективности работы органов госуправления. Ну и судя по тому, сколько энергии в обсуждениях и в вариантах, которые предлагаются, это действительно тема актуальна. Программа деловой игры основана на опыте ведущих политических технологов и консультантов России. Учтены результаты анализа самых эффективных карьерных стратегий и успешных крупных проектов российской политики. После истечения 25 минут эксперты разбирают самые частые шаблоны в ответах участников и дают дополнительные 25 минут на проработку уже новых ответов. Оценка участников состоит из нескольких элементов. Во-первых, все они до сегодняшней деловой игры проходили тестирование. Они заполняли методику оценка управленческого потенциала. Это очень точная, надежная методика, которая позволяет увидеть управленческие ресурсы руководителя. Сегодня они принимают участие в деловой игре. И это еще одна возможность их лучше разглядеть, посмотреть на них с практической точки зрения. Ну и, наконец, многие участники примут участие в интервью с экспертами, что позволит сформировать полноценный деловой портрет каждого из участников. Среди прошедших первый этап конкурса люди совершенно разного возраста и профессий. Объединяют их опыт и знания. Это как государственные служащие, бизнесмены, так и представители СМИ. Я лично участвую в этом конкурсе, во-первых, попробовать себя, конечно, в интеллектуальном плане. Во-вторых, то, что проводит именно Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. То есть довольно-таки даже после первого этапа они прислали отчет, который может мне даже в дальнейшем помочь, потому что там они четко выявляют лидерские качества, менеджерские качества, экспертные качества и даже рекомендуют где, в каких, может быть, там научной литературе надо себя подтянуть. Управленческий опыт у нас в городе Краснодаре, в Министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Я выбрал курс именно развития молодежной политики в республике. Я решил поучаствовать, так как большую часть своей жизни прожил в городе Москве, вернулся на свою малую родину и решил себя как-то показать, посмотреть свои силы. Начал участвовать, все получилось, все нормально. Из 40, возможно, баллов набрал 30 и прошел в очный этап. В рамках второго этапа участникам предстоит пройти еще 2 оценочных мероприятия и уже после защитить свой проект. В третий этап пройдут только 20 участников из 60. Уже в пятницу их ожидает встреча с главой республики Махмудом Али Калиматовым. Амина Бокова, Асхаб Белакиев, Новости 24. До 5 человек увеличилось число госпитализированных с сибирской язвой в Дагестане. Об этом отмечают в региональном Минздраве. У 4 из них диагноз подтвердился. Еще одна женщина находится под наблюдением. Причиной заражения стал контакт с больным животным, заколотым без предварительного ветеринарного контроля. В Ингушетии случаев заражения не зафиксировано. Но этот случай стал веским поводом для проведения рейда по контролю за реализацией продукции животного и растительного происхождения в Сунже. О проверке расскажет Михаил Тангиев.
Новость о том, что в Дагестане зафиксировали вспышку сибирской язвы, очень быстро облетела и нашу республику. Многие не на шутку стали опасаться за качество купленного на рынке мяса и молочной продукции. Но ингушские ветеринары не спешат бить преждевременную тревогу и готовятся выехать на очередной рейд, проверить продукцию животного и растительного происхождения. По всей России на весь ввозимый и вывозимый груз, даже если это будут просто живые животные, на все должно оформляться сопроводительные документы, на все. Не дожидаясь, пока очередной груз опасный для здоровья и даже жизни продукции попадет на наши прилавки, работники ветеринарного управления выезжают на пост ДПС Сунжи, проверяют, как правило, большие грузы, откуда едет, куда, что везет и имеет ли на то разрешение. Что везете, можно поинтересоваться? Ай? Есть у вас наколотной что-нибудь? Ветеринарно-контрольный пост находится рядом с постом ДПС. Специалисты совместно с полицейскими и представителями Россельхознадзора регулярно проверяют такие грузы на наличие контрафактной, некачественной и опасной продукции. Отмечают, за последний год на этом посту были пойманы 10 нарушителей закона. При отсутствии соблюдения документов составляем протокол об административном правонарушении, разворачиваем в транспортном месте, разворачиваем, не допускаем на территорию Республики Ингушетия. Предупрежден, значит вооружен, поэтому заглянуть на местный рынок и проверить мясомолочную продукцию лишним тоже не будет. Врач должен посмотреть органолептическую характеристику туши, будь то говядины, баранины или конины, и посмотреть состояние лимфатических узлов, поскольку лимфатические узлы – это зеркало, отражающее любое болезнетворное состояние. Поэтому внешне доступные лимфатические узлы подвергаются изъятию из места локализации и просмотру. На разрезе видно рисунок лимфатического узла, который характеризует состояние в данном случае. В данном случае лимфатический узел имеет характерную для функционального состояния картину. Капсула целостная, не инфильтрирована, нет кровоизлияния и так далее. Владелец мясного павильона Исмаил Албаков такому результату вовсе не удивлен. Он утверждает, что постоянно находится на связи с ветеринарной службой, и мясо, которое поступает на его прилавок, всегда проходит тщательную проверку. Долг примерно, да, помимо от нас зависит. А так стабильно он все проверяет, лаборатория, да, лаборатория, Считать, что лишь через зараженное мясо, будь то баранина, говядина или конина, можно подхватить опасные заболевания. Ошибка многих. В эту же категорию можно отнести и молочную продукцию, документы на которую также проверяют на месте. Врачи были сегодня? Проверяли вас врачи? Проверяли. Покажите, пожалуйста. Это когда вам выдали? Сегодня, да? Есть лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, где проводятся исследования на бактериальные инфекции, исследования на паразитарные инфекции и исследования на доброкачественность. Эти три показателя, которые вместе с органолептическими исследованиями дают полную картину состояния болезнетворности данной туши или данного животного до забоя. Вот эта картина нам позволяет раскрыть различные возможные пути передачи инфекции через сырье животного происхождения. Ветеринары надеются, что опасный недуг, зафиксированный в соседней республике, обойдет стороной наш регион и призывают коллег усилить работу в этом направлении. Михаил Тангиев, Ахмед Гандаров, Новости 24. Самые низкие средние цены на хлеб, приготовленный из пшеничной муки, зафиксированы в Ингушетии. По данным федеральной статистики, в сентябре текущего года в России средняя потребительская цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта составила 76 с лишним рублей за килограмм. Из муки второго сорта на 50 рублей за килограмм. Самые низкие средние цены на хлеб, приготовленный из пшеничной муки, зафиксированы также в Чечне, а самая высокая в Чукотском автономном округе. Защита прав несовершеннолетних. 4-й открытый форум Республиканской прокуратуры состоялся сегодня в Магасе в стенах научной библиотеки Ингушского госуниверситета. Участие приняли представители правоохранительных органов, госвласти, общественные организации и СМИ. На встрече рассмотрели актуальные для региона проблемы и предложили пути их решения. Об итогах форума в репортаже Светланы Томовой.
Вопросы защиты прав детей и их законных интересов, в том числе на охрану жизни и здоровья, постоянно находятся в поле зрения прокуроров. С этих слов открывает форум, исполняющий обязанности прокурора Ингушетии. Защита прав несовершеннолетних, напоминает Тимур Воробьев, это одно из главных направлений в их работе, начиная от медико-социальной помощи детям и заканчивая проблематикой призывных кампаний и обеспечением жильем детей-сирот. При осуществлении работы мы тесно взаимодействуем с органами власти, местного самоуправления, общественностью. Но, к сожалению, практика нашего надзора, поступающие обращения граждан, свидетельствует о проблемах в данной сфере правоотношений. Только в этом году в ходе проверки исполнения законодательства в сфере защиты прав детей прокурорами выявлено 2300 нарушений закона. Приняты меры прокурорского реагирования по их устранению. К работе форума привлечены все муниципальные образования республики. Открытый диалог с общественностью крайне важен для прокуратуры, органов власти и местного самоуправления. Он позволяет вскрыть имеющиеся проблемы, публично их обсудить, мобилизовать ресурсы для того, чтобы обеспечить соблюдение прав несовершеннолетних. Важность и значимость всесторонней помощи и поддержки несовершеннолетних детей отметила и заместитель председателя правительства Марьям Амриева. По ее словам, необходимо повышать уровень доступности и качественного обучения, реализовывать профилактические программы, направленные на формирование здорового образа жизни. Во всех общественных общеобразовательных организациях Республики Ингушетия основной целью в области правового воспитания является поддержание среди учащихся дисциплины, правопорядка, направленных на обеспечение нормальных условий для учебного процесса. Работа по правовому воспитанию учащихся общеобразовательных организаций Республики Ингушетия осуществлялась комплексно и целенаправленно в соответствии с планом Министерства образования и науки Республики Ингушетия. В соответствии с данной программой работа велась по следующим направлениям. Организация массовых мероприятий, проведение профилактических бесед с учащимися, индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении, работа с педагогическим коллективом, родительский правовой всеобуч. В школах проводились встречи с сотрудниками ОПДН, врачами, работниками прокуратуры, религиозными деятелями. Несмотря на принимаемые усилия органов госвласти, состояние законности в сфере защиты прав несовершеннолетних не всегда можно назвать удовлетворительным, считает Мухмат Келигов. Наряду с этим прокурорами в деятельности органов госвласти и местного самоуправления установлены многочисленные нарушения законодательства, выразившиеся в недостаточной реализации функций по защите прав несовершеннолетних. Так, вопреки требованиям федерального закона о наркотических средствах и психотропных веществах, не в полном объеме проводились мероприятия, предусмотренные региональными и муниципальными программами, направленными на формирование здорового образа жизни несовершеннолетних, профилактику употребления ими психоактивных веществ. Имели место факты формализма при выполнении запланированных мероприятий, не обеспечения их достаточным финансированием. За 9 месяцев текущего года зарегистрировано 27 преступлений, совершенных несовершеннолетними. В числе самых частых – кража. Остальные единичные случаи связаны с оборотом наркотических средств и оскорблением представителей власти. Наибольшее количество таких преступлений зарегистрировано в Замагасе, значит, и в городе Назране. Так, по 7 преступлений, в Сунжском, Назранском районе по 4 преступления. Повторно совершено, значит, несовершеннолетнее одно преступление, значит, ранее состоящее на учете. Это имело место у нас в Назранском районе. Одной из основных причин таких преступлений, а также повторных их совершений, является отсутствие контроля со стороны родителей за воспитанием детей, семейное неблагополучие, а также отсутствие социального контроля. Значит, в цели принятия мер направлены на снижение преступности среди несовершеннолетних и их профилактики. Органы прокуратуры приняты меры координационного и межведомственного характера. Для большинства подростков, отмечает Тимур Берсанов, роль друзей и их мнение оказывается намного значимее, чем слово и авторитет взрослых. Очень часто подросткам из бедных семей приходится совершать преступления, чтобы просто выжить. По его словам, есть недостатки в развитии досуговой системы, что сказывается на некоторых детей. А также не проводится соответствующая работа с подростками, как родителями, так и учителями. Недостаточное стимулирование учеников к обучению, непрофессионализм учителей, их неспособность компенсировать недостатки семейного воспитания, неблагоприятные социальные условия в школе, отсутствие необходимой связи между семьей и школой в целях организации эффективного образовательного процесса. Следующая причина – это недостатки в организации трудоустройства несовершеннолетних, поддержки их в трудовых коллективах. В этой связи необходимо ответить несвоевременное устройство лиц в возрасте от 14 до 18 лет, оставшихся или окончивших школу,
то есть оставивших или окончивших школу и не продолжающих учебу, недостатки профориентации, отсутствие поддержки работающих несовершеннолетних. Все эти явления, особенно с учетом того, что контроль семьи за работающими несовершеннолетними ослабляется, в его распоряжении оказываются личные деньги, и он стремится доказать свою взрослость, способствует бесцельному времяпрепровождению в свободное время, риску в плане возможных контактов с криминогенной структурой. В свою очередь, сотрудники аппарата по правам ребенка отмечают, они оперативно реагируют на различные сигналы, часто выезжают к проблемным семьям и на местах стараются решить возникшие вопросы. Аппарат уполномоченного проводит инспекционные выезды в населенные пункты. Ведется постоянная работа по выявлению семей с детьми, находящимися в социально опасном положении. Также проводим лекционные занятия в школьных учреждениях. Сегодня мы с вами получили много новой информации, многое нам предстоит проанализировать, оформить нормотворческие предложения для более эффективной защиты прав несовершеннолетних. Аппарат уполномоченного неоднократно и в ежегодных докладах отмечал об эффективности взаимодействия организаций по защите прав несовершеннолетних общей компетенции и специальной компетенции. Но я бы добавила о необходимости более тщательной проработки участия в правозащитной деятельности представителей общественности. Подводя итоги форума, исполняющий обязанности прокурора республики Тимур Воробьев отметил, что результаты обсуждения форума станут еще одним руководством для прокуратуры Ингушетии и органов власти в рамках межведомственного взаимодействия в надзорной деятельности, работе по правовому просвещению в целях укрепления законности и защите прав и законных интересов наших детей. Светлана Томова, Майрбек Миржоев. Новости 24. Географический диктант напишут в России и за рубежом 27 октября. Масштабная международная акция, инициатором которой является президент России Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом уже в 5-й раз. В Ингушетии диктант напишут на 41 площадке. В столице республики на одной из площадок станет Ингушский госуниверситет. Также в Магасе акция пройдет в лицее, детском саде, школе Марем, центре образования, школе детском саде номер 1 и Ингушском региональном отделении Русского географического общества. На всех площадках во всех странах акция начнется в 12:00 по местному времени. Однако за час до начала мероприятия нужно будет зарегистрироваться и получить бланки для диктанта. Доступ к диктанту онлайн откроется на сайте акции в 14:00. Написать его можно будет в течение 5 дней до 14:00 31 октября. Сотни полицейских были сосредоточены сегодня с утра в центре Магаса. На площади Алания прошел открытый общегарнизонный строевой смотр и развод полицейских нарядов, заступающих на обеспечение охраны общественного порядка на территории Ингушетии. Полиция всецело показала свою готовность к оперативным действиям даже в сложной обстановке. Репортаж Микаила Тангиева. Первый гарнизонный смотр и развод полицейских нарядов в Магасе принимает лично министр внутренних дел по республике Ингушетия Михаил Коробкин. Здравствуйте, товарищи! Генерал-майор полиции в своей вступительной речи поприветствовал сотрудников и напомнил, что на сегодняшний день они не просто заступают на привычную службу, а должны охранять покой и мир жителей, точно так же, как это делали наши предки в годы Великой Отечественной войны. Каждый из вас должен помнить, что вы закрываете собой от опасностей людей, мирных граждан, ваших близких, республику, славный ингушский народ. Будьте решительными, будьте смелыми и отважными воинами. Держитесь плечом к плечу, поддерживайте и помогайте друг другу, прикрывайте товарища. Несите службу так, чтобы не было стыдно ни перед отцом, ни перед сыновьями, ни перед народом. Проведение строевых смотров поддерживает дисциплину и законность в подразделениях, а также способствует формированию положительного имиджа сотрудников правоохранительных органов. От вас сегодня, от того, как вы будете нести эту службу, как вы сегодня будете заступать на дежурство и как вы ее пронесете, зависит спокойствие не только нашей республики, в целом региона нашего Северокавказского, а в общем и нашей Родины. Хочу подчеркнуть, что снижение преступности и соблюдение общественного порядка в нашей республике – это ваша заслуга и главное достижение. Уверен, что вы и впредь будете стоять на страже порядка, защищать права, законы, интересы, безопасность людей и всегда действовать профессионально, мужественно и ответственно. Желаю вам успехов в этом нелегком, но достойном деле. Спасибо.
Самым ожидаемым и кульминационным моментом строевого смотра стали показательные выступления сотрудников регионального управления по наркоконтролю. Профессиональные бойцы продемонстрировали приемы рукопашного боя. Рядом со служащими четвероногие напарники блюстителей правопорядка. Собаки, к слову, прошли профессиональное обучение и подготовку. Кинологи показали, как мохнатые напарники помогают полицейским при задержании особо опасных преступников. Особое внимание уделили вопросу соблюдения прав человека и гражданина, а также профессионально-этическим нормам поведения сотрудников при исполнении служебных обязанностей. Общегарнизонный строевой смотр и развод полицейских нарядов проводился на территории Республики Ингушетия впервые, но будет проводиться и в последующем. Смотр завершился торжественным маршем полицейских нарядов. Правоохранители отправляются нести службу на закрепленных участках. Михаил Тангиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Судебные приставы Ингушетии с нарушителей правил дорожного движения взыскали долги на сумму более 53 миллионов рублей. В результате работы судебных приставов республики фактическим исполнением окончено 74 112 исполнительных производств, возбужденных в отношении нарушителей правил дорожного движения на сумму более 53 миллионов рублей, что более чем на 22 миллиона рублей превышает аналогичный показатель предыдущего года. В большинстве случаев, согласно постановлениям инспекторов ГИБДД, автовладельцы оштрафованы за такие нарушения, как превышение скорости движения, управление транспортным средством без прав, непристегнутый ремень безопасности, нарушение правил перевозки людей. Состояние здания, в котором функционирует спортивный клуб «Сурхо», стало поводом для визита нашей съемочной группы. Построенный в 80-х годах спортзал требует капитального ремонта. Правда, это ничуть не сбавляет мотивации у воспитанников, которые показывают высокие результаты в разных видах спорта. Впрочем, создание благоприятных условий – вопрос решенный. Когда это произойдет, узнавала Амина Бокова. Усердные тренировки и воля к победе. Казалось бы, вот ключ к успеху на пути к спортивным достижениям и мировым рекордам. Но покорению пьедестала воспитанниками спортивного клуба «Сурхо» может помешать, мягко говоря, физический и моральный износ здания. Состояние спортивного комплекса требует скорейшего вмешательства и с внешней стороны, и внутри помещений зданию необходимы ремонтные работы. Воспитанники республиканской детско-юношеской спортивной школы известны по всему миру. Их отличает бескомпромиссность на борцовских коврах. Яркий пример тому Назир Манкиев, олимпийский чемпион 2008 года в Пекине. Залы греко-римской борьбы, бокса, кикбокса и тяжелой атлетики вмещают в себя более 800 спортсменов. Но их безопасным тренировкам и здоровью угрожают кабели под напряжением без изоляции, пыль на бетоне вместо кафеля, неисправная или местами вовсе отсутствующая вентиляция помещений. Если честно, мы уже устали от этого ремонта. Уже почти 2 года его как начали. Ну, сейчас вроде бы уже уверены мы. 90% уже я лично уверен, что начнут и закончат тоже быстро. Наша съемочная группа из-за отсутствия дверей, беспрепятственно передвигаясь между спортзалами, игровыми площадками и других помещениях, фиксирует также их санитарное состояние. Выкопанная еще год назад траншея вместо канализации рядом с будущей игровой площадкой для мини-гольфа так и осталась бы в проекте, если бы не распоряжение о выделении денежных средств для реконструирования спортклуба «Сурхо». У нас в этом году, согласно распоряжению 1199 от 25 июня вышло распоряжение о выделении денежных средств резервного фонда правительства Российской Федерации. Это 12 миллионов 900 тысяч. На сегодняшний день у нас сегодня уже Министерство спорта подпишет соглашение о выделении, там соглашение. И вот после соглашения мы сейчас проведем процедуру электронного аукциона. И до конца этого года клуб будет полностью реконструирован, будет произведен капитальный ремонт. И ребята наши будут заниматься очень в уютном уже после ремонта помещении. Новости о том, что очень скоро ситуация поменяется в лучшую сторону, обрадовала как юных борцов, так и их тренера.
потихоньку тренировки же. По словам Адама Нальгиева, местным ребятам не терпится скорее увидеть родной спортклуб в новом виде. Подходят ко мне дети, спрашивают, когда закончится ремонт, когда можно будет нам нормально заниматься. Иногда я уже в последнее время не знал, что ответить, если честно. Объект введен в эксплуатацию в 1987 году и служил сурхахинцам как дом культуры. Ну а с 1994 года является местом тренировок и сборов спортсменов разных видов и направлений. Амина Бокова, Адам Мережков, Адам Далаков. Новости 24. Выставка-ярмарка Дошугуйри отметят в регионе День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ярмарка пройдет 19 октября в Назране на площадке перед Домом культуры. Участие примут сельхозпроизводители как Ингушетии, так и регионов СКФО. Это ГУПы и фермерские хозяйства, комбинаты, которые выращивают овощи, фрукты, зерновые, производят мясомолочную продукцию, мед и воду. Читай, Ингушетия. Первая книжная ярмарка с говорящим названием прошла в Назране. На Аллее Победы можно было приобрести любую книгу без наценки, ознакомиться с книжными новинками ингушских писателей и поэтов. А самое главное, книголюбам представилась возможность познакомиться и пообщаться с авторами лично и получить автограф. По книжным лавкам ярмарки прошлась Дана Плиева. Во все времена книга всегда была и остается не только источником знаний, но и лучшим другом. А вот для Олега Колокатова она еще и личный гид. Переехав в наш регион 7 лет назад по работе, у него возникло любопытство узнать чуть больше о нашем крае. Удовлетворить его помогли книги. Признается, купить понравившееся произведение здесь задача непростая. Все эти экземпляры уже давно заняли свое место в личной библиотеке страстного книголюба, кроме этой. Прежде чем взять, я ее так листанул, так пробежался, Ну и там некоторые вещи мне понравились, как бы созвучны даже со славянскими такими моментами, как, например, в языковой такой теме, например, учение о двух «я» и «аз», «аз» и «со», то есть как бы «аз» это то же самое, как бы и в древнеславянском алфавите тоже «я» означает, а «со» это, значит, совместное, свет и так далее, то есть очень как бы много созвучных моментов, мне это как бы сильно порадовало, я решил до конца прочитать. Круг книг, связанных с ингушской тематикой, на ярмарке оказался довольно широк. Здесь и научные труды об истории и обычаях нашего народа, ингушском фольклоре и о личностях, сыгравших видную роль в истории Ингушетии. Не прошло и получаса, как стол, занятый Биланом Чехкиевым, успел опустеть. Диссертацию его дяди, которую он издал в несколько десятков экземпляров, раскупили тут же. Труд того, кто стоял у истоков зарождения телевидения в нашем регионе, Башира Чехкиева, стал интересен многим. Башир очень много писал про наших революционеров, про наших видных ученых, людей наших, участников Великой Отечественной войны, участников Первой мировой войны. Эти книги они не издавались как книга. В основном были статьи в разных газетах, были в разных книгах, отдельные очерки были у него. И молодежь тоже, когда объясняешь им вот так, и они покупают книгу с удовольствием, интересуются. На импровизированных прилавках книги известных ингушских писателей, обогативших литературную сокровищницу нашего народа. Рядом с ними соседствуют произведения тех, кто только пробует себя в этой стезе. К примеру, сборник стихов на ингушском языке «Безы Магари» молодого поэта Исрапила Татриева также вызывает интерес у покупателей. Я хотел, чтобы люди познакомились с моим творчеством, пообщаться с ними, а также пообщаться с другими авторами, что-нибудь у них перенять. Купить новые знания и впечатления, которые хранит в себе увлекательный мир книг, оказалось не так уж и дорого. Цены здесь начинаются от 200 рублей и доходят до 1000. Впрочем, первая подобного рода книжная ярмарка в регионе у покупателей вызвала только самые теплые чувства. И, как надеются все участники культурного мероприятия, такие ярмарки будут проводиться в республике как можно чаще. Дана Плиева, Магомед Белакиев, Новости 24. Национальные ритмы в исполнении солистов Госфилармонии Ингушетии. В Доме культуры Назрани состоялся музыкальный вечер «Бека Пандер Ека Оаз». Всецело погрузиться в самобытную культуру ингушей, передаваемую через мелодии и национальные танцы, изъявили желание десятки ценителей прекрасного. Зрители также увидели и театральные постановки. Обо всем подробно расскажет Тамара Хашагульгова. Мелодии, знакомые каждому из нас с детства, под звуки и ритмы которых выросло не одно поколение.
Этого события ждали не только зрители, но и сами артисты. Здесь каждый творчески и индивидуален, у каждого своя манера и свой стиль. Все отточено и продумано до мелочей. У народной артистки республики Любы Барахоевой на репетицию ушел не один день. С огромным удовольствием, с огромным рвением, со всей отдачей готовились на все наши ингушские песни, собрали, у кого какие в репертуаре, с художественным руководителем обсудили. Бека Пандар, Ека Оаз. Название концерта уже говорит за себя. Гармония играет и песни звучат. Шедевры национального фольклора в исполнении вновь созданного оркестра народных инструментов. Основанный в 1993 году Магомедом Горчхановым, как и много лет назад, заслуживает бурные овации. Перенестись на мгновение в мир народных преданий и легенд, в мир ингушской старины. Приобщиться к культуре народа через музыкальный фольклор могут все желающие. Среди зрителей известные деятели культуры, творческая интеллигенция и просто ценители настоящего искусства. Сегодня эта мечта исполнилась и для Фатимы Куриевой. Мелодии, знакомые с юности, вновь оживили воспоминания о бабушке. Хоз выступление, хоз голос Хоз артистиш бывай, галгай артистиш. Цар да олж малдари, халхари, шемалдари. Масси ханвей халхари, шемалду хамдак цар да олж малдар. О хоз хет жар, жиксай. Нинана дагиха, нана дагиха, сей дейда биха. О хоз хет жас. Но не только песнями и танцами балуют сегодня зрителя. Нашлось здесь место и юмору. В программе концерта постановка по рассказу Исы Кадзоева «Асолт», блестяще показанная народным артистом Султаном Гайсановым. Скрыть восторг сегодня не может ни один зритель. Оно и не удивительно. Не каждый день доводится быть в центре такого фестиваля народной музыки. Во все времена народ слагал песни, слагал музыку. И сегодня, когда мы слышим народные песни в исполнении наших артистов, слышим песни, слова Ахмеда Хамхоева, Раи Евлоевой, мы слышим оркестр народных инструментов, знаете, просто душа переполняется радостью. Да, я уже пришла на 3-й концерт. И прихожу со своими детьми, прихожу с коллегами. Впечатление, должен признаться, очень хорошее. Говорю от чистого сердца, что коллектив сложился. Инициаторами праздника народной музыки стала Государственная филармония республики. Благодаря их кропотливому труду зритель смог получить эстетическое наслаждение. Знакомство нашего народа с нашим фольклором – это знакомство с нашим искусством, с нашими ритмами, с нашими песнями. Песнями не только нового поколения, песни и со старого поколения. Вот. И те люди, которые приходят на концерт, они, конечно, много познают, много узнают непосредственно, что была такая-то мелодия, был там назрановский вальс и так далее. Многие люди не знают, например. Вот поэтому значимость очень большая. Это знакомство нашей молодежи с фольклором нашим. Проходит концерт под живым звуком, абсолютно без какой-либо фонограммы, поэтому все артисты настроены, подготовлены и готовы непосредственно через свою душу передать вот эту красоту, потому что по-другому это невозможно передать, только через живой голос. Концерт подошел к концу, но зрители могут не переживать. Этот праздник не последний. Он обещает стать доброй традицией. Тамара Хашагульгова, Адам Далаков, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.